Специалисты из научного медицинско-исследовательского центра онкологии имени Николая Блохина рассказывают о лечении детской онкологии по разным направлениям, начиная с химиотерапии, заканчивая высокодозной процедурой с трансплантацией костного мозга, опухолью центральной нервной системы и хирургическими возможностями лечения детей со злокачественными опухолями. Сотрудники центра сотрудничают с коллегами ДРКБ с 2011 года. Они нам помогают в плане ведения диагностики, ведения наших пациентов, дают нам дополнительные какие-то рекомендации. И если того требует, мы направляем детей на их базу в целях дальнейшего диагностического лечебного поиска, установления диагноза и ведения выбора методов ведения этих больных. Анатолий Казанцев, заведующий детским онкологическим отделением хирургических методов лечения, в частности, рассказал о создании нового института и увеличении коечного фонда на 300 коек. По сути, самая большая клиника в России собрала под свое крыло пациентов от Владивостока до Калининграда с опухолевыми заболеваниями разных локализаций. Особенностью института является то, что пациенты, которые приезжают в нашу клинику, не задерживаются с госпитализацией. То есть пациент по системе телемедицины консультируется, мы его вызываем, и он планово приезжает к нам. То есть он нигде не ходит, нигде не обивает пороги, обследуется и начинает лечение в нашей клинике. На семинаре не обходят стороной, кажется, ни одну деталь. Например, озвучивают протокол ведения лечения с европейским. Они, по сути, ничем друг от друга не отличаются. Встреча носит познавательный характер, о ценности и важности которой можно только догадываться, ведь нередко подобное лечение требуется и нашим детям. За год бывает 5-6, иногда до 15 детей, вновь впервые выявленных, которых мы обследуем в рамках возможных в условиях нашей больницы. А потом, с условием того, что появилась телемедицинская консультация, мы проводим с ними консультативные по телемедицине, консультации по телемедицине. А потом уже и направляем этого ребенка уже в эту клинику. Благодаря сотрудничеству с центром, в частности так называемой телемедицины, среди 160 тысяч детей в Ингушетии выявили детей с вышеназванными патологиями, о которых доселе ничего не было известно. Все программы лечения, которые адаптировали в Институте детской онкологии и гематологии, это международные, то есть те же методы лечения, что в странах Евросоюза. Понятно, что для того, чтобы ребенка лечить грамотно и по той программе лечения, протоколы у нас международные, которые включают в себя масса методов диагностики, которых по ряду причин пока у вас нет. Но они у вас не должны быть, потому что у вас невозможно сосредоточить то количество, которое есть у нас. Потому что случаи бывают редкие, мы имеем колоссальный опыт и профессионализм по некоторым направлениям, поэтому мы вызываем к себе. И мы готовы это делать. В рамках специальной программы для ведущих специалистов республики раз в год проводится научно-образовательный семинар в детской республиканской клинической больнице. Руководитель Минздрава региона поблагодарил делегацию за помощь и оказываемое внимание. Мы действительно очень рады вас здесь видеть. И я думаю, сегодняшний наш семинар даст определенные результаты в развитии системы вообще онкогематологии. И хотелось бы выразить огромную благодарность вашему центру, вашему руководству, потому что есть те патологии, которые мы видим очень редко, но с вашей помощью мы начинаем с ними справляться. И все мы знаем, и весь коллектив детской республиканской больницы знает, что вы очень быстро откликаетесь на наши просьбы и реагируете на те или иные вопросы вообще организации оказания медицинской помощи тем больным, у которых онкогематологический диагноз. Огромное спасибо. Семинар на этом не заканчивается. Впереди курс лекций «Хирургическое лечение детей со злокачественными новообразованиями брюшной полости», лечение неходжкинских лимфов у детей и другие актуальные темы. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.